Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем автомобилистов, пострадавших от угрозы, скрытой под водой на улице Копылова. Едешь, сильный удар и все. Десятки водителей пробили колеса, влетев в яму посреди дороги. Расскажем об избиении мужчины в лифте на улице Галеева и 3 смертельных авариях, произошедших за один день на одной и той же дороге. А также ребенок – главный пассажир. Автоинспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей. Это и не только прямо сейчас. Десятки автомобилистов стали жертвами глубокой ямы на асфальте на улице Копылова прямо под железнодорожным мостом. Выбоина находилась под водой, это низкое место, и при плюсовой температуре опасность быстро скрылась из вида. Относительно повезло тем водителям, которые пробили всего одно колесо. Они ставили запасные и уезжали. Но больше было тех, кто пробил сразу 2 покрышки и уехать с места больше не мог. Под лужей, да, не видно ее, там, в принципе, ты в нее влетаешь просто. Владелец «Лады Веста» говорит, ему еще повезло, пробито всего одно колесо. Запаска есть, руки на месте, поставить ее может и сам. Да, обидно, но судиться ни с кем не собирается, разве что подать коллективный иск. Куда хуже тем, кто пробил 2 колеса. Таких было едва ли не больше половины от всех пострадавших от ямы автомобилистов. Отвезти колеса на ремонт возможность была не у всех. Машины увозили на эвакуаторах. Очень много машин. Я часа в 3 приезжала, здесь уже машин 6 стояло, днем еще. И так вот каждый раз. Вот девушка, пока стою, жду эвакуатор. И вот уже сколько машин. У кого по одному, они как меняют, уезжают, у кого запаска. А у нас 2, как ты едешь? Резина не единственное, что было повреждено у автомобилей в результате попадания в яму, скрытую под водой. Были и повреждения дисков, подвесок колес и не только. После меня девушка была, у нее глушитель пробила. У нее маленький ребенок, она не смогла ждать, она уехала. Вон после меня стоят 2 колеса. Вон перед светофором, до светофора, там стоят 3 машины. После светофора стоят 4 машины. Когда я приехала, весь вот этот ряд стоял морской. Я здесь уже стою 2 часа. Там вот посередине какая-то яма. Лужа, а в луже яма, неизвестно. Едешь, сильный удар и все. И сразу, понятно, 2 колеса. Сразу пошло шипение. У меня сразу задача выживать колеса. Я еще не знаю, что у меня там с дисками. Закрывать глаза на эту ситуацию пострадавшие автомобилисты не намерены. Ущерб оценивают от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от полученных повреждений и стоимости колес. Хотим вот коллективно. Вот один человек оставил номер телефона, но надо что-то делать, так же не должно быть. Вместе они хотят подать коллективную жалобу, а может и иск в суд на организацию, обслуживающую эту дорогу, и взыскать с нее весь ущерб. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Толпой избили мужчину в лифте в одном из домов на улице Галеева в Казани. Такое сообщение поступило в полицию в ночь с субботы на воскресенье. Все было зафиксировано камерой видеонаблюдения, расположенной в самом подъемнике. Видно, что пострадавшему мужчине досталось весьма прилично из лифта. После избиения он едва ли не выползал. Причины конфликта сейчас выясняют стражи порядка, но известно, что перед этим они на 3-м этаже этого же подъезда разбили стекло в двери. Отсюда кровь на руках одного из нападавших. Как рассказали жильцы этого подъезда, молодые люди снимают квартиру и хорошо известны соседям. Они даже просили хозяйку квартиры выселить неадекватных арендаторов, но получили отказ. Якобы ее жилец, сын подруги и его друзья. И выгонять она их не намерена. Единственное, что на этот момент смогли сделать стражи порядка, возбудить административное дело за нарушение тишины в ночное время. В отдел полиции «Гвардейский» поступило сообщение о том, что в одном из подъездов дома по улице Бари и Галеева неизвестные разбили вставку двери стекла, а также подрались в лифте с одним из жителей дома. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что между мужчинами в лифте возник конфликт, который перерос в потасовку. Ранее один из них разбил вставку у двери стекла на одном из этажей дома. В отношении 23-летнего нарушителя составлен административный материал по статье 3.8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. В настоящее время по факту конфликта в лифте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Двум водителям понадобилась помощь медиков в результате столкновения «Лады Гранта» и «Рено Дастера» на улице Тетцевская. Водители иномарки врачи скорой помощи осмотрели на месте. От госпитализации мужчина отказался. Водитель «Лады» обратился в больницу позже, когда оформили все документы. Вину 66-летний водитель внедорожника признал на месте, но оговорился. Обзор ему закрыли фуры. Грудь болит там. Голова немножко. А госпитализация в больницу не поедете? Не поехал, отказался. На месте помощь медиков потребовалась 66-летнему водителю «Рено». Врачи диагностировали у него ушибы и не отрицали вероятность сотрясения мозга. Но мужчина чувствовал себя неплохо и в больницу не поехал. Водитель «Лады», наоборот, на месте к медикам не обращался. Но потом, после оформления всех документов, поехал в травмпункт. Сильно болела рука. Больше пострадавший-то мой сын, а не он. Сейчас поедем в больницу. «Рено» и «Лада» столкнулись на пересечении улиц Тетцевская и Химиков. Водитель «Рено» выезжал с территории заправки. Говорит, обзору мешали припаркованные у обочины фуры. Именно поэтому не заметил «Ладу», которая двигалась прямо. Вину признал сразу. Раз я выезжал-то, я же не пропустил, но мне вот только вот эти вот ДАФ вот помешал. Когда вот вы выезжаете, да, сюда, я хотел посмотреть, куда выезжать. Думаю, бабахнуло мне. Удар пришелся в заднюю левую часть внедорожника. От столкновения его откинуло в сугроб и развернуло на 180 градусов. Я же выезжал, вот, я же не туда поехал, вот же, вот мы морду бросили сюда и вот выкрутили. То есть ехали ребят хорошо. Ну, то есть они быстро ехали. Я не знаю, с какой скоростью. Причину аварии мужчина видит в том числе и в большой скорости «Лады». Но вот 23-летний водитель легковушки с этим никак не согласен. Водитель «Рено», выезжая с заправки, должен был повернуть направо на Тетцевскую, но поехал на Химиков. Вот заправка. Вот вы выезжаете, едете на Химиков. Вот, да, вот вы вот так вот выезжали. Вот, туда же он хотел, Химиков. А туда вообще нельзя, отсюда только сюда. Но он же мне, получается, я оттуда уехал, он мне там поперек вышел просто. Перегородил. Он даже не посмотрел. Он говорит, я посмотрел, я никого не видел, я не видел, типа, мне фура помешала. А по факту Обе машины в результате удара получили сильные повреждения. Покинуть место ДТП смогли только на эвакуаторах. И если водитель «Лады» надеется на страховку, то владелец «Рено» еще не решил, будет ли он пытаться восстанавливать свой автомобиль. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдулин, вызов 112. 3 человека скончались в результате 3 аварий. Произошли они за один день и на одной и той же трассе Чистополь-Нижнекамск. Причина у всех одна и та же. Водители не выбрали безопасную скорость и выехали на встречную полосу. Все столкновения были лобовыми. Чтобы достать тело погибшего водителя Нивы, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Мужчину зажало в искореженном металле. По предварительной версии, водитель Митсубиси выехал на встречку и столкнулся с отечественным внедорожником. К сожалению, водитель автомобиля Нива погиб. По информации скорой помощи, погиб на месте. Пассажиры и водители автомобиля Mitsubishi были доставлены каретой скорой помощи в Нижнекамскую центральную районную больницу. Через несколько часов на этой же трассе Чистополь-Нижнекамск минивэн Toyota столкнулся с автомобилем УАЗ. Водитель УАЗа погиб на месте. Его пассажир и 2 пассажира минивэна госпитализированы. Водитель иномарки не пострадал. А может, скажете пару фраз, что произошло все-таки? Вечер этого же дня. Все та же трасса Чистополь-Нижнекамск. Водитель КамАЗа в шоке. Он сам не пострадал, но водитель Митсубиси, который несколько минут назад в него врезался, скончался на месте. Митсубиси выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной КамАЗ. Все трагедии, по предварительным данным, произошли из-за неправильного выбора скорости и выезда на встречную полосу. Но в причинах каждой из них будут детально разбираться следователи. Рамиль Шайдулин, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов и Максим Липин. Вызов 112. До конца новогодних праздников автоинспекторы будут уделять повышенное внимание правилам перевозки детей и наличию детских кресел. Только сегодня за 1 час в Казани 2 водителей перевозили детей без детских удерживающих устройств. Им рассказали, насколько это необходимые вещи, и для закрепления результата наложили штраф. Это 3000 рублей. Госавтоинспекция города Казани обращает особое внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей и пассажиров в автомобиле. Всего за 11 месяцев текущего года в Казани в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 112 детей, из них 31 ребенок был пассажиром.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.